Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. В родную мою Казань, микрорайон Азино, где я вырос, пришла большая беда. На школу 175 совершил вооруженное нападение 19-летний казанец Ильназ Галявиев. Он ворвался в школу с ружьем, который заполучил, оказывается, легальным способом. Он прошелся по коридорам и кабинетам школы, стрелял в учеников и учителей. Погибли 7 детей и 2 учительницы: Эльвира Игнатьева, учитель английского языка, и Венера Айзатова, учительница начальных классов. Стоит отметить, что администрация школы в момент нападения повела себя грамотно. Директор 175-й школы Амина Валеева по громкой связи на всю школу объявила, что совершено нападение, что учителя должны запереть свои классы в кабинетах, забаррикадировать двери. Таскира Ахмадуллина, школьная гардеробщица, она успела нажать на тревожную кнопку. Сигнал о ЧП у полиции благодаря ей появился в 9 часов 18 минут. Хотя сам Галявиев вошел в школу в 9 часов 19 минут. Он на школьном дворе совершил несколько выстрелов. Также герой Муланур Тагирович Мустафин. Простой работник, ремонтник школы. Где-то что-то подпилить, где-то что-то прикрутить, починить. А вот его функционал в школе. Но в роковой день, 11 мая, он первым встретил стрелка еще на подходе к школе и попытался перед ним закрыть дверь, но получил несколько выстрелов в упор. Сейчас за его жизнь борются врачи, и мы надеемся, что он обязательно поправится. В соцсетях заметили дискуссию. Люди пытаются определиться, как относиться к убийце. То есть совершил, да, ужасно, и совершил он это хладнокровно, подготавливаясь к этому. Есть люди, которые не хотят его называть по имени и будут правы, потому что он совершил свой теракт ради славы, чтобы стать известным. В нашем выпуске я лишь один раз озвучил его имя и фамилию, и его фамилия без упоминания имени будет в обложке нашего видео. Больше он упоминания своего имени от нас не дождется. Также я обращаюсь к комментаторам в соцсетях. Обсуждая его, перестаньте упоминать его имя и фамилию. Вашим воспоминанием вы только признаете его власть над вашим сознанием. Личность мерзавца уже сейчас нужно начать предавать забвению. В нашей памяти должны остаться лишь имена погибших в школе героев и жертв, учеников и учителей. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин на своей проповеди в Ураза Байрам упомянул трагическое событие в Казани. Убийцу он назвал татарским словом «ерткаш», что переводится как «зверь», «хищник». Читатели, комментаторы задаются вопросом, как же так получилось, что вроде как тихий, скромный парниша, который вроде как и нападкам со стороны одноклассников не подвергался, пошел на убийство детей. Родная тетя Ерткача со стороны его отца рассказала немного о том, какая атмосфера царила в его семье. У убийцы есть родной старший брат, есть мать, она работает в банке, есть отец, он водитель мусоровоза. Семья, на первый взгляд, татарская. Даже перед 1 мая родители убийцы поехали в родную деревню. Там отец со своей сестрой, то есть тетей стрелка, посетили на кладбище своих старших погибших братьев. Традиция посещать могилы своих родственников, выезжать из города, из Казани, приехать в родную татарскую деревню, навестить своих родственников – это, знаете ли, важная составляющая часть культуры татар. Ведь именно на могиле близкого человека, на кладбище задумываешься о смысле жизни и о сути смерти. Родители стрелка перед выездом позвали его, чтобы тот к ним присоединился, но он отказался. Родители, видимо, не стали настаивать, ему же 19 лет. Но зато, по словам тети, в родную деревню Ерткыч со своими родителями приехал на шашлыки. Да, увы, его родители посчитали приемлемым отказ сына посетить кладбище, но вот зато пожрать шашлыки – это без проблем. Также, по рассказу тети, родители стрелка и его брата их в мечеть не водили, намаз не читали, но зато родители своим сыновьям покупали компьютеры.
дозволяли им торчать за компьютерами целые ночи и сутки напролет. Родители допустили полный отрыв своих детей от татарских корней, от татарских обычаев. Они заменили своим детям размышления об вечном и сущном компьютерными играми. Все удивляются, откуда стрелок достал деньги на ружье. Так выяснили же уже. Он играл в компьютерные шутеры, играл искусно, мастерски, потому что смог накопить внутриигровую валюту, которую сумел потом конвертировать в настоящие рубли. Вот что об этом говорит одногруппник убийцы, вместе с которым они учились в одном колледже. Программисты, он за компьютером сидел, делал свои задания. Наверное, только вот как раз-таки Counter-Strike играл. Был у него аккаунт Counter-Strike, на котором было паттерны оружия. Но это наклейки на оружие, которые оцениваются деньгами настоящими. Ну, рублей на 100 тысяч, наверное, у него было их. И я думаю, вот он оттуда и вывел. Потому что по его показаниям он сказал, что как раз-таки с игровой валюты он получил деньги. Вот, я думаю, он продал просто свой аккаунт. По оценке одногруппника, стрелок благодаря тому, что не переставая сутками напролет играл в шутер, намолотил около 100 тысяч рублей. А что в это время делали его родители? Сегодня уже есть информация, что убийцы диагностировали заболевание мозга. Заболевание серьезное, хотя местный военкомат, несмотря на этот диагноз, признал убийцу годным к службе в армии. Но из признания самого убийцы у нас сложилось впечатление, что его родителям на заболевание сына было как-то наплевать, безразлично. Вот цитата из признания самого стрелка. «Переехали родители и брат 1 апреля 2021 года втроем от меня. Точнее, съехали от меня из квартиры на другую свою квартиру. Их переезд был связан с тем, что они все втроем были недовольны тем, как я жил. То, что шумел в квартире и днем, и ночью, громко слушал рок-музыку и стучал сильно дверями. Я делал все это специально и намеренно, так как мне нравилось их унижать. От своих данных поступков я видел, как им это не нравится. И видя это, я получал от этого удовольствие. Перед отъездом родители сказали мне, что уезжают от меня навсегда и оставляют меня одного в квартире. Я не был против. С того момента я проживал в квартире один. Иногда ко мне в квартиру приходили родители и приносили мне еду. Потом снова уходили». Слова убийцы, что его отношения с родителями свелись лишь к тому, что они приносили ему еду, подтверждает и его тетя в своем интервью. Выражение «родители вскормили зверя» тут приобретает самый буквальный смысл. Они вообще хоть как-то отреагировали на тот диагноз, что поставили их сыну. Они вообще думали, что нужно бы начать или попытаться его вылечить. Виновных в случившемся 11 мая много. Самого стрелка никто и ничего не сможет оправдать. Но я хотел бы обратиться к родителям, кто смотрит мое видео, к тем, у кого сейчас подрастают дети. На примере казанского стрелка мы видим самое откровенное безразличие, которое проявили родители. Да, они накупили ему компьютеров, но родителям абсолютно было безразлично, чем их сын занимается за компьютером. Им было безразлично, что он купил ружье, ножи, химические вещества для бомбы. Родители допустили того, что убийца полностью оторвался от своих татаро-мусульманских корней, от своей семьи. Вот какой интересный тезис мы обнаружили на сайте регионального подразделения МЧС по Оренбургской области. Чем крепче у человека эмоциональные связи с семьей, с детьми, с родителями, с любимым человеком, тем выше степень удовлетворенности жизнью, тем труднее проводить вербовку в секту. Удивительно, конечно, что мы такие замечательные мысли нашли только на сайте Оренбургского МЧС. Версию, кстати говоря, о существовании секты в учебном заведении, где учился убийца, сейчас отрабатывают следователи. Кажется, у враждебного татарам идеологического проекта, направленного на развал нашей нации, появился персональный публичный лидер. Да, им оказался писатель Захар Прилепин.
Нам вполне очевидны политические амбиции Прилепина. Всеми правдами и неправдами он хочет влезть в Государственную Думу по итогам выборов в сентябре этого года. Ради этого Прилепин идет на вполне себе циничный и конъюнктурный союз с партией «Справедливая Россия» и лидером партии Сергеем Мироновым. Ради мягкого депутатского креслица Прилепин создает на пустом месте конфликты и разжигает межнациональные распри. Я тут имею в виду скандал, связанный с наименованием аэропорта в Тобольске. Напомню, что он обвинил татар Сибири в сепаратизме, мол, они причастны к тому, что аэропорт не будет носить имя Ермака. Как будто татары Сибири добились, чтобы аэропорт носил имя хана Кучума. Ну что за бред? В итоге тоболяки выбрали имя сибиряка, историка и картографа Семена Ремезова. Но вернемся к Прилепину. Итак, Прилепинская партия «За правду» вошла в союз с партией «Справедливая Россия». Писатель взялся за различные идеологические проекты. Один из них – надпартийное движение «Новая Евразия». Прилепин берет в руки гумилевскую концепцию евразийства и по полной ее эксплуатирует в угоду своих политических амбиций. Суть нового понимания евразийства изложил прислуживающий Прилепину директор Евразийского центра Льва Гумилева и лидер движения «Новые скифы» Павел Зарифуллин. Надо же, на антитатарский проект выбран человек с татарской фамилией. А это ведь уже о многом говорит. Мы считаем, что сегодня уже как бы время жатвы. Очень много мы бросали зерен нашей культуры, наших евразийских исследований в самые разные страны евразийского материка. Вот зерна взошли, но на самом деле это действительно ковчег, где мы уже всех собрали, все народы собрали, всех желающих собрали. Все, кто хотел быть с Россией, с Евразией, они уже вокруг нее, они уже все тут, на самом деле. Новых кого-то искать мы уже, наверное, не будем. Пора пусть. Мир входит в пространство страшной турбулентности, в пространство цунами, экономического, геополитического. Сразу забегая вперед. Татар в этом так называемом ковчеге, то есть в Новой Евразии, нет. Татар также не было и на этом съезде в Москве. И, как нам тут заявил Павел Зарифуллин, новых членов в этот свой евразийский клуб прислужники Прилепина брать не собираются. Интересно, они реально собираются выстраивать евразийское движение без нас, татар, без нашей татарской нации? Смелое, очень смелое игнорирование? Или это объявление идеологической войны нам, татарам? На этот съезд типа евразийцев в Москве пригласили сибирских и ногайских этномиссионеров. Ну что же, башкирские этномиссионеры, видимо, ушли в отпуск, их карманы опустели, и вольные сибирские и ногайские этномиссионеры пошли искать себе уже новых идеологических покровителей. Вот ведь неприкаянные. Итак, на конференции выступила сибирская этномиссионерка Гульсифа Бакиева. Удивительно то, хотя нет, мы к этому уже привыкли. Она, конечно, рассказала, что с каждым годом все больше и больше сибирских татар забывают свой родной язык, что даже 4-летние дети переходят на русский язык. Но во всех бедах, по ее мнению, все равно виноват язык поволжских татар. А у сибирских татар еще проблема заключается в том, что поскольку это отдельный язык, да, казалось бы, необходимо, чтобы этот язык изучался. Но проблема-то заключается в том, что в 47 деревнях Тюменской области, где изучается татарский язык, там изучается язык не родной, а изучается язык поволжских татар, казанских татар. И это уже вот проблема в чем заключается, что уже более 50 лет эта политика, но люди так и не стали говорить на казанском языке. Люди говорят, все-таки вот взрослое поколение, да, среднее и взрослое поколение все равно говорят на своем родном языке. К нашему сожалению, Гульсифа Бакиева открестилась от принципов и чаяний своих земляков, своих сибирских татар. Нет, мы, казанские татары, наверное, не такие уж и земляки для нее.
Но сибирские татары, которые справедливо возмущаются насаждению культа личности Ермака, в последнее время ведь, по идее, должны быть более близки ей, Гульсифе Бакиевой. Но одна однозначно открещивается, да-да, татарка открещивается от антиермаковских настроений своих земляков, сибирских татар. Мы все-таки не просто татары, да, как иногда пишут, татары Тобольска выступили против наименования аэропорта, против Ермака, да, название Ермака. Нет, мы-то все-таки не татары, а мы сибирские татары, поэтому мы свой адрес не приняли, когда вы написали это. А вот ногайских этномиссионеров на этом съезде прилепинских евразийцев выступил Амир Мусаев. Типа его делегировали представители всего ногайского народа, какая-то ногайская орда. Амир Мусаев также выступил в поддержку того конфликта, что развязал Прилепин по поводу наименования аэропорта в Тобольске. Его тезис Амира Мусаева следующий. Татары не имеют права возмущаться личностью Ермака, потому что татары – это нация новодел, которая берет свое начало от 19 века, а Ермак – это 16 век. Мы понимаем, что у ногайцев есть свои активисты, и они ратуют за свой язык, за свою культуру, территорию, традиции. Пожалуйста, развивайте все свое. Но нет, Амир Мусаев вновь выразил свою антитатарскую сущность, напал на татар, на татарскую нацию, на нашу татарскую историю и злил свою татарофобскую желчь. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век, а Ермак – 16. Патриотические общественники решили поставить памятник Ивану Грозному в Астрахани в честь добровольного вступления Астраханского ханства в состав Московского княжества. Татарская общественность в Казани выступила против. Татарский нацпроект и начало татарской национальной идентичности – это 19 век, Иван Грозный – 16. Для неискушенного человека этот разрыв во времени и событийности может ничего и не скажет, хоть и связан своими отрицательными последствиями. Но ведь никому и в голову не придет отрицать, что те древние, якобы угнетаемые татары, это и есть и современные татары. За исключением тех тюркских народов, которых огульно занесли в начале 20 века, татарский нацпроект, и теперь они являются безмолвным топливом чуждого для них конструктора. Не было никаких татар до 19 века, ни сибирских, ни крымских, ни казанских, ни астраханских, вообще никаких. Ну что же, Амир, решили запудрить головы людям, решили поиграться такими терминами, как нация конструирования. Хреновый из вас учитель истории, скажу я вам, как выпускник исторического факультета Казанского университета. Вы мошеннически интерпретируете такие понятия, как татарский этнос и татарская нация. Ну что же, вызов принят, ждите татарский ответ. Мы расскажем, как ногайский народ был сконструирован в самых тепличных условиях Советского Союза в 30-х годах 20 века. В институте Марджани прошел круглый стол, который был посвящен земельным отношениям между средневековым русским государством и татарами. Здесь речь идет о пресловутом мифе башкирских историков про якобы имевшиеся у средневековых башкир, вошедших в состав российского государства, особых земельных прав. Этим историко-идеологическим концептом про вотчинные права башкирские историки обосновывают, почему сегодня на востоке Татарстана и на западе Башкортостана проживают не татары, а башкиры. Но заодно и удревняют свою историю этногенеза. Более подробно разбор смысла мифологизации вотчинных прав башкирскими историками я сделал ранее. Здесь должна всплыть ссылка. Татарский краевед из Башкортостана Артур Галимов поделился результатами своих исследований исторических документов. Ссылка на полную его лекцию в рамках круглого стола в институте Марджани будет в описании под видео. Ну а мы расскажем о нескольких весьма любопытных его выводах. Итак, почему в 18-19 веках татары активно переходили в сословие башкир? В чем причина? Все дело в размере налоговой ставки за владение землей. Артур Галимов сравнил ЕСАК, который выплачивали в Уфимской, Казанской и Сибирском уезде.
Башкирский язык был меньше сибирского языка в 10-20 раз и меньше казанского языка в 5-10 раз. Именно по этой причине и случилась миграция татарского населения из Казанского уезда в Уфимский уезд. Более того, в XVIII веке называться башкиром было круто еще и потому, что тогда у тебя было военное вознаграждение больше. Например, татарам, входившим в Оренбургское казачье войско, за службу полагалось 30 десятин земли, тогда как башкирам, входившим в это войско, полагалось 40 десятин. Исторические документы фиксируют, как широкий спектр народов Поволжья входил в статус башкир. Краевед Артур Галимов приводит следующие схемы и траектории вхождения в башкир. Каждая схема у краеведа подкрепляется архивными документами. Из бабылей – сословие башкирцы, из служилых татар – сословие башкирцы, из казанских или ясачных чуваш – башкирцы, из ясачных татар – башкирцы, из служилых татар – тарханы, из татар в башкиры – вотчинники, из татар в тарханы, а потом в башкиры – вотчинники. В общем, все те, кто мог влезть в сословие башкирцы, влезали, двери в это сословие были открыты. Более того, Артур Галимов также приводит примеры, как татары входили в сословие башкиры, а потом выходили обратно. Возвращение в татарский этнос они совершали, что вполне очевидно, когда у нас в стране было покончено со сословными привилегиями и были пересмотрены земельные отношения в начале 20 века после революции и гражданской войны. А как называли себя нагайцы, проживавшие раньше на территории современного Башкортостана? У Артура Галимова есть любопытный ответ на этот вопрос. Например, есть официальный сборник документов. Это посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1551-1561 годов, изданные в Казани в 6 году. В частности, ногайский князь Урус сам себя татаром называет. Так, далее я объясняю, почему называю ногайцев именно татарами. Вот привожу официальную дипломатическую переписку. Там они пишут, что татары, и вот сам нашел именно цитата хана Уруса, он приводит пословицу. Говорят у нас в татарах, неостатному другу достатное слово говорить не гоже. Вот официальный источник. То есть ногайцев считали татарами, и сами они себя считали татарами. А теперь переходим к небольшому, на мой взгляд, открытию, которое совершил татарский краевед из Башкортостана. Итак, башкиры верят в исторический миф, что они вошли добровольно в состав русского государства в середине XVI века. За такую верность Иван Грозный одарил их землями, на которые выдал жалованные грамоты. Вопрос: ну и где эти самые жалованные грамоты? Как они хотя бы выглядят? Башкирские историки добросовестно предпринимали попытки найти эти исторические документы. При изучении механизмов приобретения вотчинных земель объектов налогообложения невозможно не затронуть вопрос жалованных грамот от Ивана IV на вотчины на территории Беловолжья. Очень интересны в этом плане многолетние поиски документальных обоснований вотчинного права Башкир на землю грамот от Ивана IV. После изучения вопроса оказалось, что грамоты отсутствуют. Для исключения предположений в необъективности данного утверждения приведу публикации Азнабаева и Булякова. Тут они пишут об этом, что искали, вот у них объем поисков, из 1472 документов они 1178 прочитали, 376 книг печатного приказа и далее изучили и ничего не нашли. Так, получается, они утверждают, что нашли только 4 документа, ну, вот эти 3 грамоты. Из 3 грамот одна межевая, вторая отказная, третья является отдача земельного участка на оброк Чуваши, родственник которого позже назван башкирцем. Вот мы видим Чуваши, Тевкелю Тахтамышеву, и потом уже башкирцу Арычке Тахтамышеву. Может быть, это братья. 4-я грамота, выявленная, является не вотчинной, а по жалованиям по местной земле.
Отсутствие результатов поисков грамот от Ивана IV подтверждает вывод, изложенный в главе «Контроль над Беловолжьем», о том, что на период после падения Казани Иван IV не мог массово жаловать земли Беловолжья вследствие отсутствия контроля над данной территорией. Так, тут дальше Ознобаев и компания объясняет, почему они грамоты не нашли, и говорят, что нельзя отдать сыну то, чем владел его отец. Якобы башкирцы и ранее владели этими землями. Вот так. Искали башкирские историки исторические документы, не нашли. Признать свое поражение в сочинении истории башкир, в сочинении мифов вокруг вотчинных прав тоже не смогли. Поэтому сочинили ерунду какую-то. Мол, Иван Грозный, получается, не стал даровать земли послушным башкирам. А зачем? У этих самых башкир отцы и так сыновьям передали землю. Причем попытку разыскать грамоты Ивана Грозного башкирами предпринимались и раньше. Даже в 1697 году в приказ Казанского дворца башкиры подали коллективный запрос от башкир Осинской, Казанской, Сибирской и Ногайской дорог. На что им средневековые чиновники из Казанского дворца ответили что-то в духе «Сорян, башкиры, но ваших вотчинных грамот у нас нет». Лекция Артура Галимова и впрямь интересная. Вперед по ссылке.